130 раз с начала года в Башкортостане воспользовались вертолетами санитарной авиации. Они вылетали в десятки населенных пунктов для оказания экстренной помощи больным. Обсудим это, а также работу врачей в условиях пандемии коронавируса вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами Мажит Нартайлаков, заведующий кафедрой общей хирургии, доктор медицинских наук, профессор. Мажит Ахметович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли к нам на интервью. Вы работаете в РКБ имени Куватова, там находится кафедра, да? И расскажите, пожалуйста, вот про санитарную авиацию. Что вы видите изнутри? Действительно ли это было нужно? Да, конечно. Работая на базе Республиканской клинической больницы имени Куватова, там, где как раз располагается отделение санитарной авиации, мы видим, что вот последние годы идет очень хорошая работа по линии санитарной авиации. Вот благодаря поддержке правительства нашей республики нам выделена возможность бюджетных средств для того, чтобы наши специалисты могли выезжать в районные больницы, города нашей республики, для того, чтобы оказывать помощь, вылетать и оказывать помощь на местах, или забирать пациентов в лечебные учреждения города Уфы. Вот, например, на этот год, если взять только этот год, у нас выделено по плану более 425 часов вылета вертолетами и более 180 часов вылета самолетами в районы и города нашей республики. Сейчас этот план идет с хорошим выполнением. Наши специалисты очень довольны тем, что можно быстро оказаться на месте оказания помощи пациенту или быстро его доставить в то учреждение, где он нуждается в более качественном или высокотехнологичной помощи. Мажит Ахметович, вот появление санитарной авиации, да, это все-таки развитие для системы медицинской, плюс строительство 2 ковид-госпиталей в Уфе и Стерлитамаке вот в условиях пандемии коронавируса, это то, что видим мы. А как вы видите, как работают врачи и в целом вот вся система здравоохранения Башкортостана, в каком она состоянии сейчас? Да, конечно, вот эта пандемия вируса, она стала проверкой для того, чтобы мы еще раз посмотрели и убедились в прочности всей системы здравоохранения, в том числе нашей республики и всей страны. Да, конечно, была очень большая нагрузка на всю систему здравоохранения и, наверное, и не только на систему здравоохранения. Но вот то, что благодаря усилиям руководства нашей республики были построены те госпитали, о которых вы сказали, и кроме них еще были перепрофилированы некоторые больницы полностью или часть этих больниц под ковид-госпитали и в Уфе. В том числе, например, вот клиника нашего Башгосмедуниверситета дважды перепрофилировалась под оказание помощи больным с ковид-инфекцией. И тем самым вот особенно первую волну, ну и сейчас вот третью так называемую волну нам удается удерживать в пределах того контролируемого по нашим медицинским канонам. Вот лично для вас, вы работаете врачом, да? Что было во время пандемии коронавируса самым необычным? Самым необычным, наверное, я как хирург могу сказать, что да, мы увидели уменьшение притока пациентов с хирургическими заболеваниями. Как я хирург сужу по нашим пациентам, их количество уменьшилось, но увеличилось среди них, даже среди уменьшенного количества больных, увеличилось количество больных с более тяжелыми формами заболеваний, более запущенными формами заболевания, потому что люди, видимо, боялись эпидемии, боялись этого вируса, боялись заразиться в лечебных учреждениях и так далее. И они до последнего тянули с обращением к врачам. Тем самым все-таки мы увидели, к сожалению, рост числа тяжелых заболеваний, что привело к росту и числа
послеоперационных осложнений. Но вот первое полугодие уже 2021 года мы уже видим в цифрах, что опять нарастает рост наших хирургических вмешательств в нашей республиканской больнице, ну, наверное, и не только в нашей, мы видим и в других больницах, рост числа операций при различных хирургических заболеваниях. Это говорит о том, что народ начал воспринимать правильно о необходимости своевременного обращения, ну, наверное, и положительно сказались и проводимые мероприятия по профилактике COVID-инфекции, в том числе, наверное, и вакцинация. Про врачей сейчас говорят герои среди нас. А вот что вы можете сказать про коллег? Про коллег, конечно, я только положительные слова. На самом деле, в ущерб семье, в ущерб своему здоровью, кто-то даже своей жизни, они оказывали помощь во весь период от начала этой пандемии до сегодняшнего дня. И, надеюсь, и дальше будут продолжать. И, конечно, пользуясь случаем, хочу выразить всем медицинским работникам благодарность за их труд в таких тяжелых условиях. Ну и БГМУ, в котором вы работаете, да, он все-таки тоже на передовой находился всю пандемию коронавируса. Вот какая база получена вот за 2020 год и вот с начала 2021 года? Да, конечно, наш Госмедуниверситет в своей клинике, в клинике БГМУ, дважды создавал госпиталь по ковид-больным, ну и весь профессорско-преподавательский состав тоже принимал активнейшее участие, и не только преподаватели, и клинические ординаторы, и студенты принимали активное участие в процессе лечения, в процессе проведения профилактических мероприятий по этой инфекции. Конечно, опыт уже набран достаточно большой, и сейчас, учитывая то, что мы являемся научно-образовательным учреждением, уже проводится научный анализ всех тех данных, которые мы на сегодня имеем. Когда можно будет ознакомиться с результатами? Первые результаты уже публикуются, они уже есть в научных изданиях, но я думаю, еще будет углубленное изучение более отдаленных последствий, в том числе применительно к хирургическим больным и COVID-инфекции, например, и так далее. То есть это некоторое время должно пройти для того, чтобы получить статистически верные выводы. И первые результаты, ну хотя бы что-то? Первые выводы, то, что мы видим, к сожалению, если имеем случаи совместного развития, например, хирургического заболевания и COVID-инфекции, то это значительно утяжеляет прогноз для жизни пациента. И, конечно, появляются те послеоперационные осложнения, которые в обычной хирургической деятельности они не возникали. Например, тромбоэмболическое осложнение, тромбозы и так далее. То есть, которые тоже смертельно опасны. Те осложнения, которые после операции могут привести к печальному исходу. Мажит Ахметович, вы в Башкортостане первый человек, который сделал пересадку печени. Да, трансплантология в условиях пандемии коронавируса. Что происходит в этой отрасли сейчас, да, и что вы видите? Да, конечно, как и для любого раздела медицины, также и для трансплантологии, этот год, 2020 год и 2021, тот, который сейчас идет, у нас явился испытанием. Но, тем не менее, мы наращиваем обороты по трансплантации органов. Тем более, я хочу сказать, что спасибо руководству нашей республики, что нам ежегодно увеличивается квота для бесплатных трансплантаций органов для жителей нашей республики. Например, только на этот год, на 2021 год, выделено квот на 40 пересадок почек, на 10 пересадок печени и на 7 пересадок сердца.
Надеюсь, что мы их, несмотря на трудности с эпидобстановкой и так далее, мы надеемся, что их выполним. На самом деле это огромное подспорье для жителей нашей республики. Вот тем самым наша республика Башкортостан стала одним из немногих регионов Российской Федерации, где оказывается вот эта очень высокотехнологичная медицинская помощь бесплатно гражданам по пересадке и почек, и печени, и сердца. Таких регионов можно посчитать по пальцам по всей нашей стране. И сейчас я хочу сказать, что на сегодняшний день пересажено около 500 почек всего за весь период. Это за сколько лет? Это пересадки почек в нашей республике идут с 1996 года, а вот пересадки печени и сердца идут в течение 8 последних лет, с 2013 года. И на сегодня выполнено по 35 пересадок и печени, и сердца. Но у нас еще есть перспективы. Вот что может стать развитием донорства? Для развития донорства это самый больной вопрос для трансплантологии, потому что нет донорства, нет трансплантологии. Конечно, мы, пользуясь вот эфиром, медицинские работники, мы вынуждены обратиться к населению республики, чтобы они тоже с пониманием относились к вопросам трансплантологии, вопросам донорства, что, к сожалению, уход из жизни одного человека может спасти жизнь минимум 4 человек. 2 почки, печень, сердце, то есть один уход одного человека из жизни может спасти жизнь 4 пациентам, которые без пересадки не имеют, к сожалению, перспектив. Ну, это, думаю, что мы обсудим обязательно в следующих интервью. Спасибо большое, Мажит Ахметович. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был Мажит Нартайлаков, заведующий кафедрой общей хирургии Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор. И мы обсуждали работу врачей, ведь они герои среди нас.